Книга не только источник знаний и мудрости поколений. Хорошая книга воспитывает в людях человечность. Трудно поверить, что тот, кто прочитал по мере взросления такие книги, как «Ребята о зверятах», «Белый пудель», «101 далматин», «Моя семья и другие звери», «Белый бим», «Черное ухо», будет способен утопить котенка или выбросить на мороз новорожденных щенят. Приют Улубелла во время Балтийского праздника книги собрал на своем стенде книги о животных, рекомендованные известными в Латвии людьми. Mēs pērkam un mums patīk to autoru darbi, kur šīs emocijas ir patiesas un cilvēcīgas. Un līdz ar to mēs izdomājām, kā ar savu Ulubeles grāmatu plauktu. Mēs ļoti labi šeit iedaramies. Iedaramies ar savu Ulubeles cilvēcības stundu. Un mēs izdomājām, ka šīs izstādes ietvaros mēs arī uzsāksim jauku akciju, vairot cilvēcību. Un mēs sociālajos tīklos un arī šeit uz vietas aicinām cilvēkus ieteikt grāmatas par cilvēcību, grāmatas par dzīvniekiem, grāmatas, kas palīdz izzināt dabu. Лота, подобно многочисленным обитателям приюта Улубелла, из-за жестокости людей оказалась бездомной. Но ей в жизни выпал счастливый билет. Вот уже 3 года дом Занды Янис – это ее дом. Лота очень общительная и доброжелательная, и теперь она четвероногий педагог на уроках воспитания человечности, проводимых приютом. На выставке книг любой посетитель, обладающий чувством ответственности за тех, кого приручил, мог стать хозяином одной из 3 приютских кошек. И что может сравниться с ощущением умиротворенности, когда ты садишься в кресло с хорошей книжкой в руках, а на твоих коленях уютно устраивается пушистый мурлыка. Nav noslēpums, ka šajā laikmetā, kad tomēr dominē internets, kad dominē virtuālā vide ir nežēlīga. Un līdz ar to arī šī nežēlība, kas nāk no virtuālās vides, bezatbildība, jo virtuālajā vidē tu praktiski ne par ko neesi atbildīgs, ir kaut kā pārmiesojusies arī uz šo mūsu reālo dzīvi. Un tas ir katru dienu redzams patversmē. Mēs to jūtam visvairāk. Un tāpēc mēs aicinām jebkuru vecumu cilvēku ieklausīties. Un, ja jūs paskatītos šajā plauktā, tur ir grāmatas, var skatīties bērniņš, kam ir 2 gadi, un grāmatu var skatīties, un savu mīļāko grāmatu var arī atrast cilvēks, kuriem jau ir pāri 90. Романов, рассказов и стихов о животных множество. Против обаяния персонажей книг о животных не могут устоять и взрослые, и что уж говорить о детях. Не седуйте на то, что ребенок не читает. Отличный способ увлечь его чтением – предложить книгу о тех, кому он будет сопереживать, кого обязательно полюбит. Читайте книги о животных. Они научат вас не только обращаться с животными, но и быть человечным вообще в своей жизни.